В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что трансляция наших эфиров доступна на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, или же вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, вот 12 октября депутат Российской Госдумы из аннексированного Крыма Наталья Поклонская опубликовала у себя на страничке в Фейсбуке фотографии с визита в турецкий город Стамбул. Туда она отправилась в составе официальной российской делегации для того, чтобы принять участие в мероприятии, которое называлось конференция. Сейчас я найду и вам точно процитирую, что это такое было. Третья конференция спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. На одном из фото Поклонской видно, как она пожимает руку президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Рядом стоит Руслан Бальбек, но Руслан Бальбек примерно такую же фотографию выложил, где он пожимает руку господину Эрдогану. Поклонская написала, цитирую: «Теплый прием и радушное гостеприимство, рукопожатие президента. Именно так нас встретила Турция». О теплом приеме со стороны официальной Анкары написал и Руслан Бальбек. В связи с участием российских депутатов из аннексированного Крыма в официальных мероприятиях в Турции, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало для дачи объяснений турецкого посла. Официально Анкара пока никаких публичных комментариев на эту тему не дала. Радио Крым Реалии пытались сегодня на протяжении дня связаться с посольством в Киеве, но на протяжении дня, вот на момент выхода в эфир, мы ответ не получили. Напомню, что на официальном уровне ранее Турция отказывалась иметь дело с депутатами, избранными в Крыму, и, как и подавляющее большинство стран мира, Турция не признает аннексию Крыма России. В Меджлисе крымско-татарского народа назвали визит в Стамбул Поклонской и Бальбека провокацией Кремля. Это цитата. По мнению представительского органа крымских татар, речь идет о, цитирую, попытке навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией. Российская пропагандистская машина, эта цитата, пытается создать вокруг провокации информационную завесу якобы признания Турции незаконной аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении Меджлиса. Также Меджлис крымско-татарского народа, отмечая последовательную поддержку Турции суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, призывает президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, депутатов турецких, лидеров политических партий и представителей гражданского общества Турции принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма. Реакции представителей Кремля на данное заявление пока нет. Напомню, Турция официально пока тоже не комментирует, как так получилось, что Наталья Поклонская и Руслан Бальбек смогли поприсутствовать на таком мероприятии. Есть своя версия того, как развивались эти события у лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Сегодня Крым Реалии пообщались с ним. Предлагаю послушать предположение Мустафы Джемилева о том, что Эрдоган, скорее всего, вообще не знал, кто такая Наталья Поклонская, которой он пожимал руку. Мы сейчас ждем разъяснения МИДа Турции. Мы спросили сейчас через посольство, в чем дело. Выясняется такая картина, что просто были парламентские делегации из нескольких стран. И на ужин там пригласили Эрдогана, который прошел по столам и здоровался со всеми. Он представления не имел, кто они такие, Бальбек, этого Поклонский, конечно, не знал. Люди говорят, что списки через них не проходили, через администрацию президента тоже не проходили. Поэтому вся тут ответственность на спикере парламента. Сейчас мы более точно выясним, а потом, видимо, сделаем заявление по этому поводу. В официальном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым в связи с поездкой Поклонской Бальбека в Стамбул, в частности, выразили уверенность, что делом должны заняться правоохранительные органы Украины. С нами на прямой телефонной связи постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Антон Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы для себя объясните то, что случилось? Вы знаете, я думаю, что на самом деле, безусловно, это провокация со стороны Российской Федерации. То есть, очевидно, Российская Федерация действительно на всех международных площадках и в отношении с разными международными партнерами, особенно когда мы говорим о нашем Черноморском регионе, пытается каким-то образом предпринять какие-то мероприятия, которые бы могли бы свидетельствовать
о признании факта смены юрисдикции насчет Крымского полуострова или признание так называемой попытки аннексии Крыма Российской Федерацией. И, безусловно, я думаю, что абсолютно правильное заявление Меджлиса крымско-татарского народа в контексте того, что, безусловно, Российская Федерация, очевидно, работала над этим информационным поводом, и именно для этого включила крымских коллаборантов в состав делегации. Безусловно, нужно ждать официальной реакции Турецкой Республики, и я думаю, абсолютно правильно, что Министерство иностранных дел заявила ноту протеста и вызвала посла Турецкой Республики в Украине для переговоров, для дачи необходимых пояснений. Я искренне не думаю, что Турецкая Республика может предпринимать какие-то действия касательно признания изменения статуса Крыма. Скорее всего, действительно, Российская Федерация каким-то образом предпринимала действия для того, чтобы эти две личности попали, соответственно, на этот прием. Но как бы то ни было, безусловно, на всех международных площадках абсолютно неприемлемо участие так называемых депутатов, представителей от Крыма, которые были бы связаны с Российской Федерацией, потому что Крым — это территория Украины, и, безусловно, только Украина может представлять Крым на любой международной площадке в рамках любых международных переговоров и в официальных отношениях с любым государством мира. Вот просто к вам еще, если позволите, вопрос как к юристу-международнику. Как вы считаете, как они могли вообще попасть на официальное мероприятие? То есть я так понимаю, что здесь играет роль их статус как депутатов Госдумы, но с другой стороны, та же Наталья Поклонская, если я не ошибаюсь, находится в розыске по запросу с украинской стороны. Да, безусловно. И Наталья Поклонская, и Руслан Бальбек, на них есть уголовное производство украинских правоохранителей. И, безусловно, там есть и статья насчет государственной измены и прочее. Скорее всего, вы знаете, это сейчас наши догадки, поэтому, безусловно, мы должны дождаться официальной реакции. Да, конечно. Республики. Скорее всего, это может быть подача просто списков Российской Федерации, представителей, депутатов вот с их стороны, и может быть, кто-то с турецкой стороны, утвердил эти списки, но безусловно, когда эти все вещи делаются, нужно в любой стороне проверять, перепроверять, что это за люди, как они оказались в делегации, каким образом они там оказались, как они избирались в органы власти Российской Федерации. Безусловно, все представители от Крыма в органы Российской Федерации, они должны признаваться незаконными представителями. С ними нельзя вести никакие переговоры, никаких деловых отношений официальных, потому что Крым — это территория Украины, и поэтому на этом мы стоим четко. Я напомню, если позволите еще нашим слушателям, что в августе у президента Украины Владимира Зеленского был официальный визит в Турцию, были озвучены довольно-таки масштабные планы по сотрудничеству. Антон Александрович, поинформировали ли вы президента о том, что произошло, и может ли эта история как-то повлиять на украинско-турецкие отношения? Безусловно, офис президента в курсе этой ситуации. Мы, безусловно, поинформировали их и будем в следующие дни тоже об этом говорить. Турецкая Республика — наш партнер в регионе. Безусловно, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с этим государством. Но, как бы то ни было, безусловно, крымских коллаборантов в составе официальных делегаций не должно принимать ни одно государство мира. Поэтому, безусловно, мы рассчитываем на то, что ни одно государство мира, ни в нашем Черноморском регионе, ни из других регионов мира не будет идти на это, потому что, безусловно, мы знаем, что Крым — это Украина. Российская Федерация, совершив действия в Крыму в феврале-марте 2014 года, нарушила, по сути, все основные принципы международного права, нарушила все принципы Хельсинского заключительного акта совещания НБСЕ. Соответственно, безусловно, никаких официальных контактов с крымскими оккупационными властями или же с представителями Российской Федерации, которые, собственно говоря, представляют так называемую Республику Крым, безусловно, не может быть. И это аксиома.
И мы тут, я думаю, должны стоять на своем, мы абсолютно правы, и я уверен, что государства мира, международное сообщество, безусловно, будет на нашей стороне, потому что на нашей стороне международное право. Спасибо большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем визит в Стамбул российских депутатов из аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Они поехали в составе российской парламентской делегации на конференцию спикеров парламентов от ряда стран, в частности России, по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. И обнародовали фото, на которых, в частности, Бальбек и Поклонская пожимают руку президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Как визит Поклонской и Бальбека туда стал возможным, пока неизвестно. Ни российская, ни турецкая сторона этот визит не комментировали в подробностях. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало для дачи объяснений турецкого посла. Я добавлю также, что с заявлением по этому поводу выступила прокуратура Автономной Республики Крым. В своем телеграм-канале представители прокуратуры написали, что обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту. Ну, этот визит был на выходных так называемых крымских депутатов Поклонской и Бальбека. В ведомстве напомнили, что бывший так называемый прокурор Крыма Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Объявили в розыск, имеется в виду, украинские правоохранительные органы. Напомню, что бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская попала в Российскую Госдуму по итогам выборов 2016 года. Аналогичная ситуация у Руслана Бальбека. Если Поклонская, как известно, была до того, как она стала российским депутатом, российским прокурором Крыма, до аннексии она вообще была сотрудницей украинской прокуратуры, то Руслан Бальбек, например, до аннексии был помощником депутата Верховной Рады Украины. Для того, чтобы напомнить о взглядах Натальи Поклонской для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, что это за человек, давайте мы послушаем фрагмент ее интервью российскому телеканалу «Царьград». Это интервью вот за сентябрь. Наталью Поклонскую спросили, о чем она мечтает. Самая огромная и общая мечта всех крымчан, вот как русская мечта, была крымская мечта. Даже порой на Новый год под бой кремлевских курантов мы загадывали желание с моими коллегами о том, чтобы Крым стал Россией. Да и вообще, если честно, мы говорили не Крым, а вся Украина. Мы крымчане, и наш полуостров, он все-таки всегда был, есть и будет Россией. Эта сепаратистская по меркам украинского законодательства позиция не совпадает также с публичной позицией турецкого правительства относительно аннексии Крыма. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. В связи с визитом Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Стамбул, участие в официальных мероприятиях, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в своем фейсбуке написал, что вся украинская политика в отношении Крыма и отношений Турции последних 5 лет, цитирую, способствовала тому, что этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступит. Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму, с нами на прямой телефонной связи. Борис, добрый вечер. Доброго вечора. Что было не так вот в отношении к Криму і к Турції? Що ви имели в виду? Ну, якщо хтось скаже, що у нас всі ці роки була внятна стратегія деокупації, що всі гілки влади вживали якихось послідовних заходів з цих питань, що у нас була опрацьована якісна міжнародна платформа, група деокупації Криму, то нехай, як то кажуть, кине в мене камінь. Насправді ситуація, яка сталася, була прогнозована. Я про це казав раніше, що політика де-факто визнання, воно потроху буде просуватися росіянам в умовах нашої, ну, так хотів би сказати, якось м'якіше, ну, прикладом нашої невисокої активності щодо Криму і більше такої, вибачте, оральної активності, коли ми щось заявляємо на всіх рівнях, але наші прямі вчинки на усіх рівнях свідчать про інше. І, до речі, хотілося б сказати, що дійсно добре, що хоч якісь заяви були зроблені з цих питань, і добре, що ми хоч якось можемо це коментувати. Хоча насправді, звісно, такий крок, який зробили турки, він потребує, напевно, більш активну, більш жорстку реакцію, яку ми просто сьогодні не спроможні зробити.
Це перше. По-друге, очевидно, що цей крок турецької сторони абсолютно усвідомлений, бо те, що нам намагаються зараз якісь поважні люди пояснити, що Ердоган щось не знав, що його хтось, як то кажуть, не просвітив, вибачте, це офіційний візит, це протокол. Всі прекрасно знають, хто така Поклонська, хто такий Бальбек, який свій час очолював серед іншого україно-турецьку компанію Тестур. Тобто про цю особу, яка досі винна турецьким бізнесменам багато мільйонів, вони дуже добре освідомлені. За таких умов це був абсолютно усвідомлений крок, узгоджений з усіма, з ким турки це вважали за потрібно узгодити. Якщо вони не вважали це за потрібно узгодити з Україною, це їх оцінка нашим діям щодо Криму. Абсолютно, як то кажуть, на жаль, заслужена, на мою думку. Також в цій ситуації варто підкреслити, що на момент їх запрошення відвідань ці в лапках добродії формально, звісно, Крим ніяк не представляли, бо і Поклонська, і Бальбек обрані в Думу 16-го року саме щодо багатомандатного округу. Це не мажоритарники з Криму. У них там по Криму в Держдумі мажоритарниками наразі абсолютно, як то кажуть, стерильні колаборанти, тобто люди, які загалом нічого від себе навіть політично не представляють. А цих, як то кажуть, в лапках зірок вони протащили саме з прицілом на їх зовнішнє використання через багатомандатні округи, тобто для того, щоб в крайньому випадку казати, а при чому тут Крим. Ну, це така вже, вибачте, російська гібридна логіка. Дуже добре, що хтось хоч іноді з нагоди візитів пам'ятає, що пані Поклонська є в розшуку. Звісно, хотілося від правоохоронних органів не чути політичні заяви, а бачити процесуальні дії. Ну, прикладом, вчасне звернення до Анкари щодо правової допомоги, видати нам Поклонську, чи може допитати. Ми ж це не зробили, ми ж в Телеграмі пишемо політичні заяви замість своїх прямих функцій. Ну, така у нас влада, такий у нас настрій. Борис, а позвольте у вас уточнить, вот вы когда говорите о крымской и украинской политике, вы ведь тоже участвовали в формировании Безумовно. политики. Вы были представителем президента Безумовно. в Автономной Я Республике намагався. Крым. Абсолютно так. З вами повністю згоден, свою відповідальність я не знімаю. Я намагався майже 1,5 року хоч щось зробити. Після того, як вичерпав всі можливості, я подав відставку. Це було доволі прозоро, і після цього я пояснював усім, що моя відставка, зокрема, пов'язана саме з тим, що політично більше це сприймати, вибачте, не можна. Ну, ми бачимо, що окремі посадовці змінюються. Є новий президент. Частина тих, хто займався Кримом, залишилася в своїх кріслах. Частина є нової команди. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, але, на жаль, у мене досі доволі песимістичний прогноз щодо подальших подій, якщо наша політика щодо Криму, щодо кримськотатарського народу і, звісно, щодо держави-агресора буде такою самою, як наразі, це буде явно не перший візит з рукотисканнями з президентами. Явно не перший. Не останній. Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир Дякую. присоединились. Это был бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Вот так вот скептически он настроен и не верит в то, что президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган не знал, кому жмет руку во время официального приема в Стамбуле. Я напомню, что соответствующую фотографию с рукопожатием с господином Эрдоганом выложили в своем фейсбуке российские депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Кстати, Руслан Бальбек, я просто услышала, что прозвучали критические замечания относительно его каких-то долгов по его бывшей деятельности. Если он будет считать нужным, может, конечно же, эту информацию прокомментировать. Я напомню, что в августе президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с официальным визитом. По итогам встречи президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что его страна не признавала и не признает оккупацию Крыма. Зеленского в поездке сопровождал, в частности, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Турецкий президент Реджеп Таyyip Эрдоган также заявил тогда, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны, то есть для Турции. К нам по телефону присоединяется турецкий политолог-международник, эксперт Центра политических исследований в Анкаре Архан Гафарлы. Архан, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо Да. вам большое, что вы присоединились к нам в прямой эфир. Вот Турция ранее отказывалась иметь дело с депутатами, так называемыми российскими, крымскими депутатами Госдумы России. Что-то изменилось? Стоит ли придавать большое значение тому, что президент Турции пожал руки таким людям? Ну, знаете, как бы Турция, как бы отметили для меня, что вот признает территориальную целостность Украины, не признает присоединение Крыма или оккупацию Крыма России. То есть позиция Турции по внешней политике, она не изменилась. Но, как бы отметили, вчера произошло, что Поклонская приехала, и как бы из Госдумы был визит Турции. Как бы этот факт, то есть это не, как бы эту встречу не надо иметь в виду, показывать так, что позиция Турции изменилась по Крыму, по Украине. Может быть, что вот как бы во время операции в Сирии, как бы Россия использовала эту ситуацию в свою пользу и как бы подключила как бы в этот визит из Крыма, из оккупационного Крыма депутатов или политиков. Но и Турция как бы не захотела как бы создать кризис в этой ситуации, потому что идет военная операция в Сирии. И как бы они приехали. Я вот лично так комментирую. Но это не показывает, что позиция Турции или позиция Эрдогана, президента Эрдогана или МИДа Турции, она изменилась. Просто российские СМИ и крымские СМИ, которые близки к российским властям, они это событие толкуют так, как вроде вот, видите, если президент Турции пожимает руку таким депутатам, значит, он в принципе не имеет ничего против того, что произошло с Крымом после 2014 года, да, что якобы он признает, что Крым российский. Ну, конечно же, понятно, что вот крымская медиа под оккупацией России и российская медиа будет использовать как бы этот визит, эту встречу в свою пользу. Но, как я хочу отметить, то есть они воспользовались, я думаю, этой ситуацией и захотели показать, что вот вроде бы Турция де-факто признает оккупацию Украине. Но такого нет. Как бы с беседами с дипломатами, там, так скажем, политиками в Турции, видно, и они это открыто говорят, что позиция Турции, она не изменилась. Как бы она поддерживает территориальную целостность Украины и крымских татар. И вы знаете, что вот самого Эрдогана тоже очень хорошие отношения с Мустафа Джемилем. Получился позитивный диалог с Зеленским во время визита в Стамбул и в Анкару. То есть для Турции Украина это как бы стратегическая страна в Черном море. И есть очень много вопросов безопасности, что Украина и Турция разделяют совместно. Поэтому как бы то, что российская семья использует это, то есть не надо как бы отсюда. Я вот слежу украинской медиа, анализами некоторых, то есть так показывает, что вроде бы позиция Турции меняется. То есть такого нету. То есть надо немножко как бы посмотреть в контекст встречи, то есть какое время она произошло и под каким именем вот этот как бы визит был из Думы России. Как бы все надо оценивать совместно. Если вы взять так вытащить из международного контекста, несмотря что происходит в Сирии, какой чувствительный момент для Турции, что она проводит операцию в Сирии, и позиция России, то, что она не вмешивается в эту как бы военную операцию Турции. То есть надо вот картину полностью посмотреть. А если так вот только одну точку посмотреть, оттуда можно выдумать все. И я думаю, что многие даже украинские эксперты, семьи высказывают такие критические мнения, даже играют в пользу России или политическому Крыму под оккупацией России. То есть они таким образом показывают, что они правы. То есть, а я думаю, что это не так. Не только я думаю, в Турции многие люди, эксперты, политики, общественные деятели, понимают ситуацию, под каким ситуациям это произошло, и
старается смотреть с пониманием этому ситуацию. Архан, вот вы упомянули Мустафу Джемилева. Он, когда его спросили, что он думает относительно по поводу этих фотографий, этого рукопожатия, он, по его версии, Эрдоган мог даже не знать, кто такая Поклонская и Бальбек. Как вы считаете, действительно ли это так, что Эрдоган не знал, что это депутаты из аннексированного Крыма? Ну, я думаю, что Мустафа Джемилев здесь прав в каком-то смысле, потому что реально то, что чтобы Эрдоган знать всех людей, которые приехали в Турцию на встречу, то есть это реально то, что он не мог знать. Но дипломатические структуры, они знают. Может быть, они не сказали ему. Может быть, он даже не посмотрел, не узнал, кто приезжает. То есть может быть такое. Я думаю, что это большая вероятность то, что Эрдоган лично сам не знал. Но знаете, в Турции тоже есть пророссийские группы, есть прозападные группы, есть националистические группы и прозападные, которые всегда поддерживают Украину, крымских татар, территориальную целостность Украины, то есть выходят против оккупации. Есть многие группы. Даже может быть, что какая-то группа специально подготовила эту провокацию. Но нельзя сказать, что это официальная позиция сегодня Турции, Эрдогана и МИДа Турции. Поняла ваше мнение, спасибо большое. Это был Архан Гафарлы, турецкий политолог-международник, эксперт Центра политических исследований в Анкаре. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем визит в Стамбул российских депутатов из аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Они попали в Турцию в составе российской парламентской делегации во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и разместили у себя в Фейсбуке фотографии, где они жмут руку президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Напомню, что украинская официальный Киев уже высказал свои претензии на этот счет, вызвали по крайней мере, по данным Министерства иностранных дел Украины, турецкого посла для объяснений, но турецкое посольство в Киеве, по крайней мере, сегодня пока еще никакой позиции по этому вопросу не обнародовало. К нам по телефону присоединяется заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, добрый вечер. Да, доброго вечера. Вот по вашей версии, визит Поклонской и Бальбека в Стамбул – это случайность, это провокация Кремля, как говорит Меджлис крымско-татарского народа, или это могло быть согласовано с Турцией? Ну, бачите, швидше за все, це все-таки узгоджена річ. Дуже мало ймовірно, щоб на таку подію потрапили люди випадкові. І посольство Туреччини в Російській Федерації прекрасно все розуміє. І МЗС, і ті, хто слідкує за протоколом у президента Туреччини. Це професійні люди, які знають, що вони роблять. Как вы считаете, почему тогда это стало возможным, если всего-навсего месяц, чуть-чуть больше, 1,5 месяца назад президент Украины Владимир Зеленский ездил в Турцию, и президент Турции Эрдоган заверял, что позиция Турции по Крыму неизменна? Я думаю, що вона не буде мінятися, але ці кроки пов'язані з кампанією, яку турецькі військові зараз ведуть проти сирійського Курдистану, і у них виникла потреба як у сторони, яка перебуває в слабшій позиції, шукати союзників, узгоджувати деякі військові плани, зокрема дії повітряних сил з Російської Федерації. Вони були, очевидно, свідомі того, що операція на півночі Сирії погіршить стосунки з європейськими країнами в першу чергу. І в цій ситуації їм конче була потрібна підтримка. І Ердоган, в принципі, достатньо відверто сказав, що я перебуваю 24 години на добу на зв'язку з Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, для того, щоб не допустити там прямого зіткнення, наприклад, з російськими військами, чи ситуацію з літаками, знову ж таки, військовими. І
потрапляння депутатів від Криму на прийняття з Ердоганом – це наслідок курдской кампании, яку зараз проводит Турецкая Республика. Ну вот, кстати, с вами в этом плане единый в мнении наш предыдущий спикер, турецкий политолог Архан Гафарлы, но вопрос тогда возникает, как в этой ситуации действовать официальному Киеву. То есть даже если это, ну скажем так, решение не столько политическое, сколько геополитическое, если я правильно понимаю, Киеву все-таки нужно как-то высказать свою позицию относительно того, что такие действия, неприемлемы, по крайней мере, в рамках той позиции, которую по Крыму отстаивает Украина вот на протяжении 5 лет. Безперечно, нам треба заявляти про власні національні інтереси. Очевидно, або дуже ймовірно, що Ердоган буде позбавлятися такої залежності, в яку він потрапив ситуативно зараз від Росії, за першої ліпшої можливості. І це дуже показовий жест, символічний, але ще не позиція. Нам треба показувати, по-перше, своє ставлення до цієї події, по-друге, шукати інструменти відповіді на випадок, якщо ситуація на фронті, наприклад, для Туреччини буде складатися не найкращим чином, або російська сторона зможе створити таку ситуацію, в якій її слово і рішення Кремля будуть ще важливішими для Туреччини. І, відповідно, Ердоган змушений буде більше жертвувати. На всі ці випадки нам треба готувати різні варіанти відповіді. Спасибо вам большое. Это был заместитель директора Центра ближневосточных исследований Украинского центра Сергей Данилов. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали, как так стало возможно, что российские депутаты из Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек оказались в Стамбуле на официальном мероприятии, встретились так или иначе с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. И радио Крым Реалии, и сайт Крым Реалии будут продолжать следить за и ждать позицию турецкой стороны, какие-то, возможно, официальные объяснения, как это стало возможно. Оставайтесь с радио Крым Реалии, мы продолжим через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Вы слушаете Крымский вечер. радио Крым Реалии. Это веселый голос Алены Бадюк. Она вернулась к нам в студию. Это значит, что сейчас в эфире новости завтрашнего дня. Почему мой голос такой веселый? Я просто очень знаю и наблюдала по нашим предыдущим эфирам, что ты особенно любишь обсуждать различные рейтинги, Да, российские куда рейтинги. входит аннексированный Крым, либо же его так называемые чиновники. В общем, сегодня у нас несколько таких новостей, поэтому я думаю, что они тебе точно понравятся. Вот начнем, например, с такой новости. Сергей Аксенов вошел в 5 самых цитируемых глав регионов соседней России. Об этом сообщает издание «Вести Который раз Крым». уже. Да, рейтинги блогеров мы раньше обсуждали вот подобное. Ну, сегодня, конечно, это не среди блогеров. Хотя вот, если честно, не уточняется в этой новости, кто же рядом с ним, да, но давай расскажу немножко больше. Подконтрольный Кремлю глава Крыма занял 5 место, ну, так, чтобы не жалко, видимо, да, все-таки на 5, ну, не на 1, на 5 уже, видимо, замыкает. В медиарейтинге действующих глав регионов соседней России за сентябрь этого года. Вот, и результаты этого рейтинга были опубликованы на сайте системы «Медиалогия». В частности, Сергей Аксенов вошел в этот рейтинг благодаря индексу цитируемости 10 018. Наверное, это много. Вот, то есть уточняется, что это 73 011 сообщений. Ну, видимо, были написаны им, репостнуты, перепостнуты и так далее. Уточняется на этом сайте, что наиболее цитируемой
записью в социальных сетях стало сообщение об избрании депутатами подконтрольного России парламента Крыма Сергея Аксенова главой Крыма на новый 5-летний срок. И также информация о том, что новый состав правительства Крыма будет сформирован в течение 2 недель. Вот такие его Да, но мысли это на самом и деле новости это оказались не первый раз цитируемыми. попадает Сергей Аксенов в такой рейтинг. И в прошлом году он был в этом рейтинге, но тут стоит... и вот есть же тут у нас, что он за сентябрь 2019 года занял 1-е место в рейтинге глав регионов Южного федерального округа соседней России. Но тут стоит отметить один очень важный момент. С одной стороны, мне кажется, что вот рейтинги по медиа-активности Аксенова, они вполне объективны. Он действительно очень активен в публичном пространстве. Активно его пресс-служба осваивает социальные сети. Он есть на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. В Как это Инстаграме, неудивительно, да. мы даже Я сами проверяли. еще пока туда не заходила, как-то я не знаю, смогу ли я потом оттуда выйти. В отличие той же Натальи Поклонской, по-моему, его пока нет в Телеграме, вот, но мы это обязательно тоже проверим. Но зато Наталья Поклонская есть на Ютубе. Но есть еще один рейтинг очень интересный, который время от времени обнародует российский сайт РБК. Они обнародуют этот рейтинг со ссылкой на источники, но якобы есть рейтинг, который заказывает Кремль вот по поводу отношения жителей России и аннексированных территорий к главам этих регионов. И вот там фигурирует тот же Сергей Аксенов, но уже с рядом претензий к нему со стороны жителей Крыма. Там постоянно очень много претензий к российскому губернатору Севастополя. Регулярно РБК обнародует эти данные. Будем надеяться, что в скором времени опять обнародуют, потому что в Севастополе уже со времени предыдущего рейтинга уже и поменялся российский глава города. Но да, действительно, эти рейтинги, это очень интересно. Но вот видите, насколько я правильно понимаю, для главы российского региона, или же в случае с Сергеем Аксеновым для главы аннексированной территории России, это хорошо, быть медиа узнаваемым. Да, лишний повод о себе напомнить. Но это еще не все рейтинги. Так. Если ты думаешь, что на этом все, то нет. Мы не останавливаемся. Города аннексированного Крыма вошли в топ-10 популярных курортов ноября. Вот Это опять российский что-то рейтинг? подобное, да, мы говорили уже и про сентябрь, по-моему, про каждый месяц, но, видимо, таким образом напоминают об этих аннексированных городах в крымских и российских СМИ. Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и другие города полуострова вошли в топ-10 популярных курортов соседней России для семейных путешествий на ноябрьские праздничные выходные. Здесь стоит отметить, что 4 ноября в соседней России отмечается День народного единства, и, видимо, вот этот ресурс Twill.ru проанализировал какие-то бронирования, букинги именно по состоянию на эту дату, и вот таким образом сформировали, наверное, этот рейтинг. На 2-м месте Сочи, и стоит отметить, наверное, что Ялта на 1-м месте, и там цена 2300 рублей в сутки фигурирует. На 2-м месте Сочи, соседней России, с самой бюджетной арендой жилья, которая составляет 1200 рублей, и за такую же сумму якобы можно оздоровиться в Саках. В ноябре месяце, честно говоря, я слабо себе представляю, как это можно сделать. В первую 5 вошли также Санкт-Петербург, Севастополь и Москва. Также россияне проведут ноябрьские выходные в Феодосии, Алуште, Саках и поселке Алупка. Но вот у нас есть еще новость. В Крыму туристам ограничили скорость мобильного интернета. Туристы в Крыму столкнулись с проблемами. Ограничения коснулись приезжих с сим-картами оператора МТС разных российских регионов. Об этом сообщает издание Крыминформ. Загрузка страниц и файлов на мобильных устройствах приезжих в 4 раза меньше, чем на сим-картах крымчан с кодом плюс 7978. В некоторых случаях разница в скорости интернета была 8-кратной. В службе поддержки МТС заверили, что никаких ограничений с доступом к мобильному интернету для приезжающих в Крым абонентов нет, но подчеркнули, что на полуострове туристы получают услуги связи через подключение к сетям местных операторов, а с этим могут быть связаны технические проблемы. Кто же, когда признается, что есть какие-то проблемы или ограничения? Проще же сказать, что их нет, либо же перезагрузите телефон, да, и все заработает, естественно. Но на этом также мы не останавливаемся. Следующая новость – это то, что сделанный на заводе в Крыму местный электрокар прошел испытание в аэропорту Симферополя. И сегодня я, когда
смотрела новости в крымских СМИ, в частности, я даже видела фотографии этого, ну, Электрокары. чудесного изобретения, скажем так. Да, жалко, конечно, что мы не телевидение не можем это показать, вот, но я думаю, что кому интересно, тут, конечно же, найдет. И отмечалось в этом сообщении, в частности, что 10 дней аппарат тестировался в качестве тягача для перевозки грузов и багажа. Интересно, это его прямое предназначение или же все-таки нет? У меня Ну, вопрос, как электрокар будет действовать, работать, функционировать в условиях энергодефицита в Крыму. Но если он будет один на весь Крым, то, наверное, ну, все будет наверное, не в нормально. тягость, да, в таком случае. Вот. Ну, отметим еще, что в аэропорту Симферополя, это цитата, это цитата пресс-службы генерального директора, в общем, генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. У него есть своя пресс-служба, которая его же и цитирует. Они отмечают, что успешно якобы реализуется политика импортозамещения вот этим вот единственным одним электрокаром. И они не в первый раз становятся площадкой для испытаний и эксплуатации передовых отечественных разработок. Вот. Дальше цитата. «Мы стали первыми, кто внедрил отечественную систему обработки багажа. Многие образцы специализированной техники у нас российского производства. Работа по внедрению лучших отечественных технологий в аэропорту Симферополя будет продолжена». Пока ты читаешь новости, прогрессивные новости из Крыма, нам пишут, хотите будущее, расскажу, вот эти две ведущие, это мы, наверное, с Ага. тобой, и Александр Янковский, которого здесь пользователь ласково называет Саня, скоро будут жить в Крыму. Точка, цитирую, российском Крыму. В этой ситуации комментировать я от себя вам ничего не могу, скажу только всем нашим слушателям и зрителям спасибо, что вы с нами. Тем временем, вот возвращаясь к прогрессивным новостям из Крыма, в районе Белогорска на старой Симферопольской трассе появился НЛО. Опять гости Крыма стали свидетелями непонятного явления, когда, по их словам, из земли светился серый столб достаточно длительное время, а потом исчез. Об этом сообщает портал Керчь.ФМ со ссылкой на слова очевидца. Далее цитата. Крымский уфолог Антон Анфалов летом этого года в интервью «Вестям Крым» рассказал о крымских аномалиях и городах пришельцев в Крыму. Я не скажу, что был под впечатлением, но когда ехал через Белогорск, всей Семьей наблюдали примерно в паре километров от дороги столб серого света. Это не было похоже на луч солнца или столб дыма от костра. Длилось все 2 минуты, а потом исчезло. Я, кстати, слушала часть этого эфира крымского уфолога. Мне кажется, что такие эфиры, они как бы благоприятно влияют на слушателей и зрителей, потому что люди начинают замечать это все. То есть его, может быть, и нет, но ведь крымский уфолог выступил по местному телевидению или на радио. И рассказал об И этом. ты как-то уже начинаешь внимательнее относиться ко всему, что вокруг тебя происходит. Я бы единственный вопрос ему задала, а похоже ли это на результаты учений российских военных в аннексированном Крыму? Ну, интересно, чтобы он на это ответил. Да, у нас остается совсем мало времени, но достаточно для того, чтобы пожелать вам хорошего вечера, сказать, что в студии для вас работали Елена Римовская и Алена Бадюк, и пожелать всем нам встретиться в один прекрасный момент в украинском Крыму. До свидания, хорошего вечера.